Дом культуры долгое время был сердцем и излюбленным местом досуга для жителей Сунжи и их детей. Здесь всегда можно встретить ребятню, которая после спортивной секции идет смотреть за процессом работы. Они давно хотят записаться на какой-нибудь кружок в ДК. А до этого ханвари потом? Я бы хотела, чтобы поскорее построили дом культуры. А почему? Потому что я очень сильно мечтала ходить на танцевальном. А почему такая мечта? Ну, потому что учиться танцевать. А до этого ты был в Доме культуры? Не, до этого я учился в карате. Строение 1965 года давно требовало капитального ремонта. Последний раз реконструкцию проводили больше 20 лет назад. В трехэтажном здании уже заменили деревянные окна на пластиковые, электропроводку, освещение, поменяли кровлю, а также провели отопление на втором и третьем этажах. Завершены малярные работы. Как вы видите, идет полным ходом внутренняя штукатурка стен. Практически на 90% уже работы завершены. Прилегающие территории ежлат в проекте пока эскизы аргениткон, но проект пока проект кичалж доходиан. Полностью прилегающие территории то геолжи. Начали капитальный ремонт летом в прошлом году по поручению главы республики в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Меняя здесь абсолютно все. От старого здания остаются только стены. Вместимость концертного зала осталась прежней, он рассчитан на 270 человек. Сцену сделали на 40 сантиметров ниже, появились панорамные окна. Также в ДК планируют закупку светового и звукового оборудования и демонтаж потолка. Потолки, стены и колонны планируют оформить в венецианском стиле. Рабочая бригада, количество которой иногда доходит до 30 человек в день, делают свое дело качественно. Одну стену штукатурят в 3 слоя. За созданием комфортных условий для творческой самореализации следит технадзор. Качество здесь непосредственно задействована подрядная организация здесь, которая работает в данное время. Качество, можно сказать, очень отличное и выполняет свою обязанность в соответствии контракта. Аналогов этому ДК в республике точно нет, говорит Айшат Матиева, директор дворца. Поэтому считает, что за таким учреждением нужен соответствующий уход. Также делятся условия в ДК. Последние годы были, мягко говоря, некомфортные. Полностью кровля начала протекать, и надо было срочно менять кровлю. Также отопление. Очень холодно здесь было. У нас в Доме культуры 308 детей. Все эти кружки сейчас поразбросаны у нас в школах, где вот так вот арендуем помещения. И эти школы, музыкальные художественные школы тоже арендуют здесь. В городе помещения тоже в аренду арендуют. И сейчас вот мы все-таки и дети, и жители, также и родители этих детей очень все-таки ждут конца этого ремонта. Я думаю, опять они все вернутся, как говорится, в свой дом. Дом культуры всегда принимал активное участие во всяких мероприятиях, начиная с концертов и заканчивая народными гуляниями. Открытие ждут также бывшие воспитанники дворца, которым хотелось бы вновь очутиться в творческой атмосфере. Открытием докторитра хейж до туайя ханиалче молодые советы док мероприятий хамажу молодые лаштиха разные направления сами так. طبعا молодежь есть вместе гер ханиалче молодежь арлио десяхлио школах намного оттабез уж хагул да полностью ёжит мероприятие изди. Вокал, хореография, лепка, художественная и музыкальная школы. Закончить капитальный ремонт планируют в мае, чтобы ко Дню Республики Дворец культуры смог распахнуть свои двери посетителям. Хава Гайзикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.